Дорогие друзья, на телеканале Якутия-24 первый республиканский телевизионный песенный конкурс «Вот это да, дети!». Сегодня свое мастерство покажут юные исполнители из Алдана и Томмота. Наш конкурс организован телеканалом Якутия-24. Мы даем шанс каждому ребенку Якутии показать огромной аудитории телеканала свое вокальное мастерство. Будьте с нами, пойте вместе с нами. Наши участники проживают в самых разных городах Якутии. Всех их объединила любовь к музыке, любовь к песне. В этом году многие дети исполняют патриотические песни. 2025 год в России объявлен годом защитника Отечества. С каждым эфиром мы убеждаемся, как же много у нас талантливых детей, которые любят и умеют петь. Почти целую неделю шло голосование за лучшего вокалиста, по мнению телезрителей, сборной городов республики. Итак, в СМС-голосовании наибольшее количество голосов набрал участник под номером 8 Михаил Емельянов из Покровска. Напомним, в конкурсе 30 марта, по мнению жюри, победила Оксана Федорова. Теперь оба вокалиста примут участие в финале конкурса «Вот это да, дети!». Многим нашим телезрителям знакомо такое направление в музыке, как джаз. А вот какова история возникновения этого интересного жанра. Внимание на экран. Корни джаза уходят в то время, когда еще процветала работорговля в южных штатах Америки, куда свозилось множество черных рабов из разных регионов Африки. Жизнь, конечно, рабов была невыносима, и пережить все это им помогала музыка. В Новом Орлеане был кодекс правил, одобряемый церковью, который давал возможность всем рабам по воскресеньям отдыхать и собираться на одной площади. Только на одной площади, это была площадь Конго. И там они пели песни, танцевали, играли на музыкальных инструментах, такие как ударные, банджо, скрипка. Тогда же рождаются жанры, которые станут после основой джаза. Во-первых, это блюз. Тягучие, пряные мелодии со своеобразным ритмом, которого словно отражали тоску этих бесправных, угнетенных людей. После отмены рабства многие черные музыканты создавали коллективы, называя себя министрелями, и путешествовали, нанимаясь на пароходы по реке Миссисипи. И благодаря этому музыка Нового Орлеана выходит за его пределы, распространяется уже по всей Америке. И уже к 20 веку возникает другой центр джазовой музыки – это Чикаго. Там появляются первые мощные такие духовые оркестры, которые назывались биг-бенды. И тогда же появляются композиторы, которые вдохновлялись музыкой джаза и вводили его в серьезную музыку. Так возникает еще одно направление музыки – симфоджаз. Ну, а затем в начале 20 века джаз показали в Европе. В 18 году концерт в Париже, восторженные отзывы. И после этого джаз начинает свое победное шествие по всему миру. Джаз дал начало такому явлению, как поп-культура. Современная эстрада очень тесно связана с джазом. Сегодня свое исполнительское мастерство продемонстрируют дети города Алдана и города Томмота. Поддержим каждого нашего участника СМС-голосованием. Уже совсем скоро, после первого выступления, начнется голосование за понравившегося участника. Напомню, финал конкурса состоится в Якутске в прямом телеэфире. В нем примут участие победители районных туров. Победа достанется двум вокалистам. Одному по мнению жюри, второму по выбору телезрителей.
Сегодня оценить мастерство юных конкурсантов нам помогут профессионалы. Елена Рафаиловна Дуда, член жюри, преподаватель теоретических дисциплин филиала Якутского музыкального колледжа имени Жиркова, преподаватель Алданской детской школы искусств имени Никитина. Данил Игоревич Абуткин, член жюри, отличник культуры Республики Саха-Якутия, лауреат международных конкурсов, художественный руководитель Дома культуры «Металлург» поселка Нижний Куранах. Станислав Петрович Олесов, председатель жюри, отличник культуры Республики Саха-Якутия и преподаватель Якутского колледжа культуры и искусств имени Аграфены Дмитриевны Макаровой. Итак, первой на сцену мы приглашаем очень красивую, милую девочку Димову Анисию. Встречаем! Привет из Снежного Алдана. Здравствуйте, меня зовут Анисия, мне 11 лет. Учусь в Алданском лицее в 5 Б-классе. Люблю танцы, хожу в студию «Стрекоза». Люблю спорт, занимаюсь шорт-треком. Люблю петь. Мой преподаватель по вокалу Жанна Анатольевна Костина. Люблю, нет, обожаю лето, выезды на природу, кататься с друзьями на велосипеде и гулять с ними. Люблю зиму, горки, ватрушки и коньки. Вот это да! И еще я люблю, очень прям люблю, играть в компьютерные игры. Непослушных детей. И вроде бы детям раскаяться, надо прощение слезно просить. Но нет, ни за что, очень-очень мы рады без нравоучений и без поучений, советов, режимов, моральных нажимок, свободно и весело жить. А чики-бум, чики-рики-бумба, вот это здорово, вот это круто. И днем и ночью можем мы шуметь, играть, не чистить зубы и, конечно же, не спать. А чики-бум, чики-рики, чики-бумба, а чики-бум, чики-рики, чики-бумба, а чики-бум, чики-рики, чики-бумба, а чики-бум, чики-рики, чики-бум. В далекой стране и совсем без присмотра неслыханная благодать. Без грубых запретов, занудливых взрослых, об этом лишь можно мечтать. И вроде свобода, никто не мешает баклуши заморские пить. Но вдруг оказалось, что так одиноко без папы и мамы, без мамы и папы, без бабушек, дедушек, тети и дяди. Совсем одиноко нам жить. Чики-рики-буба, совсем не здорово, а даже глупо. Устали мы уже давно шуметь, играть. Ну дайте, дайте нам в кроватках полежать. А чики-бум, чики-рики, чики-бумба, а чики-бум, чики-рики, чики-бумба, а чики-бум, чики-рики, чики-бумба, а чики-бум, чики-рики, чики-бум, а чики-бум, чики-рики, чики-бумба, а чики-бум, чики-рики, чики-бумба, а чики-бум, чики-рики, чики-бумба, а чики-бум, чики-рики, чики-бум. Как классно ты выступила, Анисия! Я тебя поздравляю с успешным выступлением. Спасибо. Слушай, а ты чем-нибудь кроме вокала занимаешься? Да, занимаюсь танцами и шорт-треком.
Шорт-трек — это что? Это конькобежный спорт. Вау, как здорово, какая ты разносторонняя личность. Ну давай же послушаем мнение жюри. Елена Рафаиловна, ваше мнение. Анисия, большое спасибо, мы очень рады. Мне вот очень все понравилось. Скажи, пожалуйста, что было самого сложного в исполнении этой песни? Ну, мне кажется, то, что высокие ноты, хотя их так мало, но все равно они есть. Да, еще, наверное, переход, да, этот Да. контрастный, да? Из веселого в такой грустный, Да. да? Да. И Ну, еще можно туда не попасть в темп. да, вот это, да, именно то, что я и хотела услышать. Молодец. Большое тебе спасибо, а тем более, что мы узнали, что ты не только занимаешься музыкой, но еще и спортом, и мы можем, конечно, сказать, вот это да, здорово. Спасибо. Данила Игоревич, вам слово. Анисия, спасибо тебе за выступление. Я, честно говоря, пока мы ждали, пока настроят камеру, уже начал засыпать, но ты буквально меня взбудоражила и разбудила. Спасибо тебе за то, что ты, несмотря на то, что мы ждали, пока все настроят, собралась, вышла и показала класс. Вот это да, ты огромная молодец. Спасибо вам. И Станислав Петрович, ваш комментарий. Анисия, спасибо большое за такое начало нашего сегодняшнего конкурса. Действительно, сегодня очень хорошо спела, так разбудила нас, скажем так, да. Очень хорошо подала песню. Мы все это услышали, поняли. Желаю, конечно, продолжать также, да. Ты еще маленькая. Надеюсь, в скором времени мы увидим тебя на большой сцене. Спасибо. Вот это да. Спасибо вам большое. Друзья, все, кто хочет поддержать нашу первую конкурсантку, могут отдать свой голос за номер 1. За нее можно проголосовать, отправив СМС на короткий номер 5533 со словом «Ход», указав номер участника. Голосование будет длиться неделю и закончится в пятницу вечером. Я выступила первая. Сначала было очень тревожно, очень нервничала, но когда начала петь, мне стало легче, и я очень обрадовалась мнению жюри, и я выступила очень круто. Ну а на сцену спешит наша вторая участница Герцен Эвелина, нежная и милая, как ее имя. Здравствуйте, я Герцен Эвелина, занимаюсь вокалом 7 лет. С детства я очень любила петь и танцевать. И родители думали, куда отдать меня, и решили на вокал и танцы. Я увлекаюсь бисером и алмазными мозаиками. В свободное время я гуляю и учу уроки. Гуляю на улице, катаюсь на ватрушках и летом на велосипеде. Есть вопросы, но ответа не могу найти порой. Почему одни секреты закуты горой? Почему мурлычет кошка? Почему пчела жужжит? Если есть у стула ножки, почему он не бежит? Бабушка ворчит, что за внучка не ребенка. Почемучка, я ведь ничего не пойму, если не спрошу, почему. Дни у взрослых пролетают. Дождь пошел. Куда? Зачем? Времени всем не хватает. Как хватать его и чем? Почему мы дышим носом? Сколько этой речки лет? Я прошу на все вопросы дать немедленный ответ. Бабушка ворчит, что за внучка не ребенка. Почемучка, я ведь ничего не пойму, если не спрошу, почему.
Почему у нас два уха, две руки и две ноги? Почему снежинки тают, как ты их не береги? Почему я не летаю, лишь во сне могу летать? Я еще так мало знаю, помогите все узнать, помогите! Бабушка ворчит, что за внучка, не ребенка. Почемучка, я ведь ничего не пойму, если не спрошу, почему. Бабушка ворчит, что за внучка. Почемучка, я ведь ничего не пойму, если не спрошу, почему. Я ведь ничего не пойму, если не спрошу, почему? Если не спрошу, почему? Эвелина, какое классное выступление, какой у тебя красивый наряд. И ты сама такая воздушная, нежная. Молодец. Спасибо. Слушай, а чем ты еще... во сколько лет ты начала заниматься вокалом? Я начала заниматься в 3 года. То есть уже 7 лет прошло? Вот это да, действительно. А чем-нибудь еще увлекаешься, кроме вокала? Я занимаюсь хореографией, и как вокалом. Здорово. Давай послушаем мнение жюри. Данил Игоревич, ваш комментарий. Крутая, яркая, вышла, все клево сделала, молодец. Волнение нужно преодолевать, тем более занимаешься 7 лет. Учитесь все преодолевать свое волнение. Это страшно. Я был в вашей шкуре в том году буквально. Это чудовищно страшно. Но нужно собираться. А так все очень круто. Вот это да. Спасибо. Елена Рафаиловна, вам слово. Большое спасибо, Эвелиночка. Скажи, пожалуйста, какие песни по характеру тебе больше нравятся? Веселые такие, бодрые или лирические? Больше веселые. Да, они по твоему характеру больше подходят, да? Да. Спасибо большое, ты умница. И председатель жюри Станислав Петрович. Эвелина, во-первых, поздравляю. Действительно очень хорошо спела. Еще бы чуть-чуть с музыкой зажигала бы, вообще было бы очень-очень здорово. В последующем, если будешь петь эту песню, соответственно, больше зажигать надо, хорошо? Договорились так? А так, умница. Вот это да. Спасибо. Спасибо. Дорогие телезрители, если вам понравилось выступление Эвелины, проголосуйте за нее. Отправьте смс со словом «Ход» на короткий номер 5533, указав номер участника, который вы видите сейчас на экране. Голосование началось с начала эфира и завершится в пятницу вечером. Эту веселую песню мне дала Костина Жанна Анатольевна. Мне стоялось на сцене, страшно, но было нормально. Еще могу сказать, перебарывайте свой страх, вокалисты и хореографисты. Итак, следующую на сцену мы зовем целеустремленную, ответственную девочку Бутакову Юлию. Встречайте! Меня зовут Бутакова Юлия, мне 14 лет, я учусь в 7 классе Алданской гимназии, а также обучаюсь в музыкальной детской школе искусств имени Никитина на вокальном отделении. У меня есть кот, его зовут Михаил, он единственный, кто не поет в нашей семье. Так, например, моя младшая сестра занимается в вокальной студии «Домисольки». Моя мама работает актрисой в Алданском театре юного зрителя и тоже часто поет. В свободное время я люблю слушать музыку разных жанров, играть в Майнкрафт, а также гулять с друзьями. Еще я занимаюсь легкой атлетикой и часто навещаю бабушку, которая научила играть меня в шахматы, за что я получила 3-е место в турнире. Я часто принимаю участие в разных соревнованиях и конкурсах и, конечно же, постоянно волнуюсь. Поэтому поддержите меня в голосовании.
Юля, как ты классно, красиво спела. Я тебя поздравляю с успешным выступлением. Спасибо. Слушай, а ты волновалась? Очень. А давно выучила эту песню? Песня, наверное, уже 1,5 года или 2. Уже такие успехи, ты очень большая молодец. Давайте послушаем мнение жюри. Елена Рафаиловна, вам слово. Юлечка, ты нам очень понравилась. Ну, мне в частности, да, я тебе благодарю за твое выступление. Понятно, что там были сложные достаточно места, вот эти большие тексты, которые нужно было спеть чисто и сильно, так же, как и нижний звук, так и верхний, да. Поэтому в этом наверняка была сложность, правда? Есть такой, да? Но, тем не менее, ты справлялась и потом показала такую хорошую, достаточно мощную силу своего голоса. Спасибо тебе большое. Ты будешь продолжать заниматься, да? Да. Планируешь? Угу. Сколько лет ты занимаешься? Уже 4 года. 4 года. Спасибо большое. Ты умничка. Данил Игоревич, ваш комментарий. Ну, видно, что вначале волновалась, да, слышала, сама на верхушечке чуть-чуть не достала, но потом переборола себя, все-таки собралась и выдала материал просто великолепно. Чуть-чуть мне не хватило вот этого народного в припевах, где у тебя там скачки вот эти есть, красиво можно было бы чуть-чуть сделать. Но я уверен, что доработаешь все это дело, и будет все очень здорово. А так великолепно, вот это да. Станислав Петрович, вам слово. Юля, Юле 14 лет, поэтому я скажу, чуть-чуть добавлю. Действительно, надо еще раз, ну, с песней надо до конца отработать, потому что были моменты, где, скажем так, не было развития. Я ждал развития, где будет развитие этой песни. Вот этого я не дождался. На самом деле, да, волнение даже до сих пор я чувствую, как ты волнуешься, вот стоишь, да. Вот волнение все равно есть, да, это всегда будет, даже если будешь даже профессиональным артистом. Ну, переворот надо это все. Действительно, когда вот на конкурсах участвуешь, да, надо песню от начала до конца надо делать. Хорошо, вот это как взрослому человеку я просто советую. Вот надо развивать все, развивать песню. Хорошо? Вот этого я ждал. А так, голос очень хороший, тембр очень хороший. Да, действительно, вот коллега правильно говорит, что какое-то народное, вот это, я слышал, что-то было, да, вот это бы еще хотел послушать где-то, в каких-то местах, вот этого не было еще. Вот. Хорошо? Спасибо за выступление, Юля. Вот это да. Поздравляю. Спасибо. Дорогие телезрители, если вам понравилось выступление Юли, то проголосуйте за нее, отправив СМС на короткий номер 5533 со словом «Ход», указав номер участника, который вы видите на экране. Голосование началось в начале эфира и завершится в пятницу вечером. Я очень волновалась перед выступлением и не дотянула ноты. Вот. И жюри об этом сказали. Я немного расстроилась, но я уверена, что в будущем я исправлюсь. А так я очень люблю петь и уже 4 года этим занимаюсь и хочу продвигаться в этом деле. Может быть, позже поступлю в музыкальный колледж. Итак, к нам на сцену сейчас спешит очень смелая, хорошенькая девочка. Она очень любит животных, и ее зовут Потапкина Олеся. Встречаем! Здравствуйте, меня зовут Потапкина Олеся. Я учусь в школе номер 9. Мне 11 лет, учусь я в 5 классе. У меня там есть лучшая подруга, ее зовут Гуляева Софья. Помимо этого, я занимаюсь вокалом. Вокалом я занимаюсь на протяжении 6 лет. Нас там 4 девчонки, группа называется «Фанта», а педагог Костина Жанна Анатольевна. Но помимо этого я еще занимаюсь ментальной арифметикой. Вокал мне подарил детство. В детстве я очень любила петь, и поэтому пошла на вокал. Еще недавно мама мне подарила собаку. Ее зовут Линда. Я ее очень люблю. Покажи, покажи мне по звездам, где рождаются пути.
Расскажи, расскажи, как очень непросто свой единственный найти. Есть смысл и время, и миг не потерян, и день твой расписан по часам. Но есть место мечтам, самым добрым мечтам. Воу-воу, ты посмотри, облака в небе где-то рядом, так далека горизонта нить. Если есть мечта, значит верить надо. Такая игра под названием жизнь, где разгадка твоя на все вопросы мы ответить не смогли. Безмятежная ищет свой остров, что так манит корабли. Кто все-таки кто же однажды поможет, а может быть это будешь ты, мой волшебник судьбы, самой доброй судьбы. Воу-воу, ты посмотри, облака в небе где-то рядом, так далека горизонта нить. Если есть мечта, значит верить надо. Такая игра называется жизнь. Все тайны не разгадать, но ветер уносит нас опять вслед за мечтой, и не догнать, нас не догнать. Облака, облака в небе где-то рядом, так далека горизонта нить. Все в твоих руках, только верить надо. Такая игра называется жизнь. Олеся, как ты здорово спела! Я тебя поздравляю с таким хорошим, крутым выступлением. Спасибо большое. А действительно, что ты так сильно любишь животных? Ну да, я люблю особенно собачек. Да? А у тебя есть собака? У меня есть. И как ее зовут? Ее зовут Линда. Как здорово! У меня тут написано, что какая-то арифметика у тебя присутствует. Это что? Ментальная арифметика — это я занимаюсь, получается, решаю примеры. Уже была на олимпиадах, занимала места. В Алдане у нас я заняла кубок. Ух ты, какая крутая, ты вообще молодец. Давайте послушаем мнение жюри. Елена Рафаиловна, ваш комментарий. Олеся, на самом деле большое спасибо тебе. Ты нас очень порадовала своим выступлением. У тебя достаточно сильный голос, при том, что песня не была простая. У нее достаточно большой диапазон. Кроме этого, большие там скачки тоже есть. И восходящие, и вниз нужно было сделать. Ты в основном совсем справлялась. И достаточно сильный голос. Скажи, пожалуйста, есть ли в твоем репертуаре песни патриотические? Про родину. Про родину. Ну, если прям такие про родину, есть примерно «Смуглянка». И если такое, как сказать, «Перышко». На самом деле ты очень яркая участница. Мы желаем тебе успеха, чтобы все-все всегда говорили тебе: вот это да! Спасибо большое. Данила Игоревич, вам слово. Говорят, алмазы добывают в Мирном. Все вранье, в рот наши алмазы. Вот они, наши алмазы, которые, если огранятся и будут заниматься, станут обязательно бриллиантами. Ты огромная молодец. Что больше нравится, петь или заниматься ментальной арифметикой? Мне нравится все,
но если так подумать, то больше петь. Ага. Правильный ответ. Вот это да. Ты огромная молодец. Не останавливайся и продолжай заниматься. Спасибо большое. Станислав Петрович, вам слово. Мне кажется, даже любит танцевать. Да, Олеся? Олеся, умничка, очень хорошо исполнила песню, действительно зажигала. Помнишь, мы еще за кулисами договорились, что гласные буквы будешь открывать рот, а не закрывать. Вот это сегодня тоже как-то не сделала, да? А в последующем будешь так делать, хорошо? Игра. Поняла, да? Ну, я старалась, там, я помню, мечта. Я прям старалась так спеть, но что-то как-то не получилось. В следующий раз получится. Действительно, очень такая красивая, лучезарная девочка. В последующем, если будешь заниматься, точно вот станешь очень хорошим артистом. Желаю этого. Спасибо. Вот это да. Спасибо большое. Друзья, а я напоминаю, если вам понравилось выступление Олеси и вы хотите поддержать ее, за нее можно проголосовать, отправив СМС на короткий номер 5533 со словом «Ход», указав номер участника. Голосование будет длиться неделю и завершится в пятницу вечером. Ну, мне очень понравилось, но я вначале очень волновалась. Мне было страшно, потому что я боялась забыть песню, хотя эту песню я очень хорошо знаю, но у меня всегда так. А когда я выхожу на сцену, надо, как мне говорят, кайфовать, чувствовать себя хорошо и петь уверенно. Так что, я не знаю, мне очень сильно понравилось. Я, когда пела на сцене, мне было вообще не страшно. Мне просто это нравилось. Итак, к нам на сцену спешит очень добрая, милая девочка. Она очень любит животных и любит рисовать. Она из города Томота, и ее зовут Саламатова Дарина. Всем привет! Меня зовут Дарина, я из 4 А класса, школа номер 8 города Томот. Люблю заниматься спортом, кататься на коньках, петь и рисовать. Хожу в вокальную студию «Дартс». Хожу в художественную школу, меня дома ждет пушистый кролик, его зовут Пушок. Я являюсь участником проекта «Вот это да, дети». Раненая птица в руки не давалась. Раненая птица птицей оставалась. Этот сон давнишний до сих пор мне снится. На траве кровавой вздрагивает птица. Птицы, рыбы и звери в души людям смотрят. Вы их жалейте, люди, не убивайте зря. Ведь небо без птиц не небо, а море без рыб не море, и земля без зверей не земля, не земля, не земля. Люди исполины, люди великаны. Есть у вас винтовки, сети и капканы. Есть у вас бесстрашие, сила есть навечно. И должно быть сердце, сердце человечье. Птицы, рыбы и звери в души людям смотрят.
Вы их жалейте, люди, не убивайте зря. Ведь небо без птиц не небо, а море без рыб не море, и земля без берег не земля, не земля, не земля. Люди, человеки, страны и народы, мы теперь навечно должники природы. Надо с этим долгом как-то расплатиться. Пусть расправит крылья раненая птица. Птицы, рыбы и звери в души людям смотрят. Вы их жалейте, люди, не убивайте зря. Ведь небо без птиц не небо, а море без рыб не море, и земля без зверей не земля, не земля, не земля. Дарина, у тебя такой прекрасный тембр. Я очень рада за тебя и поздравляю тебя с замечательным выступлением. Спасибо. Слушай, а действительно, что ты любишь рисовать и очень любишь животных? Я очень люблю животных и люблю рисовать. Да? А за что любишь? Потому что они очень милые, пушистые, хорошие друзья. А чем-нибудь, кроме вокала, ты увлекаешься? Спортом, может быть, каким-нибудь? Я увлекаюсь волейболом, баскетболом и гимнастикой. Здорово, вот это да. Давай послушаем мнение жюри. Данил Игоревич, вам слово. Дариночка, улыбнись, уже можно выйти из образа. Песня очень тяжелая, на стихи Роберта Рождественского. Анна Пахмутова, да, написала музыку. Песня очень... Александр Пахмутов, господи, извините, я так впечатлился. Песня, правда, очень тяжелая, очень сложная. Исполнять ребенку ее очень сложно. Я понимаю тебя прекрасно, потому что когда-то давно мы с детьми тоже готовили эту песню. Очень тяжелая песня, ты справилась, поэтому улыбнись мне, пожалуйста. Ты мой хороший, какая у тебя прекрасная улыбка. Спасибо тебе большое за исполнение, спасибо большое твоему педагогу, что дает именно такие песни, потому что воспитывать вокалиста на классике – это самый замечательный путь и самый прямой путь к успеху. Спасибо тебе большое. Елена Рафаиловна, вам слово. Дарина, спасибо большое, очень порадовала. С Дариночкой мы уже немножко знакомы, потому что в прошлом месяце мы были в Томуте и знаем, что Дарина не только занимается вокалом, но еще и в кукольном театре принимаешь ты участие активное. Вот, занимается. На самом деле, спасибо за такую проникновенность, которую ты нам сегодня показала в этой песне. Постаралась очень ты. Исполнял ее когда-то Сережа Парамонов, был у нас такой в советское время мальчик, который замечательно пел. Вот, действительно, на самом деле там много сложных мест. И чтобы взяться за такую песню, нужно иметь таким хорошим уже опытом и багажом, чтобы можно было ее действительно достойно представить. Да? Есть некоторые моменты, над которыми нужно поработать, но все равно ты большая молодец, и я тебе с удовольствием говорю, вот это да. Спасибо. Спасибо. И Станислав Петрович. Дарина, спасибо за песню. Действительно, вот я соглашусь, песня такая взрослая песня на самом деле, да. Действительно, надо знать для того, чтобы эту песню петь вообще, да, и передать вообще образ этой песни. Но я услышал еще не только пением занимался, и спортом, еще и театральная ходишь, да, где-то кукольная, вот. Всесторонне развиваешься, это очень здорово. И, скажем так, ну, побольше улыбайся. Очень серьезно стоит. Желаю успехов. Еще пой, продолжай, развивайся. Спасибо. Спасибо.
Дорогие телезрители, если вам понравилось выступление Дарины, проголосуйте за нашу участницу. Отправьте СМС со словом «Вход» на короткий номер 5533, указав номер участника, который вы видите сейчас на экране. Голосование началось с начала эфира и завершится в пятницу вечером. Мне очень понравился этот конкурс, и я очень рада, что смогла в нем поучаствовать. Всем желаю успехов и чтобы они выиграли в этом конкурсе. За меня дома болеет моя бабушка, моя сестра и мой папа. Итак, к нам сейчас на сцену спешит гитарист, пловец и математик. Ну а мы послушаем его прекрасный вокал. Загородний Артем. Встречаем! Здравствуйте, меня зовут Загородний Артем. Мне 11 лет. Я живу в городе Алдан и учусь в 5 классе. У меня есть младший брат и сестренка. Когда я еще был маленьким, я любил смотреть музыкальные передачи, петь и танцевать под них. Когда я стал постарше, мама меня отдала в вокальную студию Домисольки. Позже я поступил в музыкальную школу на вокальное отделение. Параллельно учусь в отделении гитары. Я занимаюсь плаванием в школе Олимпийского резерва Алданского района. В свободное время я играю с друзьями и катаюсь на коньках. В школе я учусь на отлично. Во второй четверти участвовал в районной олимпиаде по математике и занял 1 место. В 2024 году участвовал в районном конкурсе «Музыкальная мозаика» и занял 2 место. Если мама на работе, это не беда. Рядом есть мой самый лучший друг. Знает он, что все печали — это ерунда. Он сумеет изменить весь мир вокруг. Ведь лучший дедушка есть у меня, самый лучший дедушка есть у меня, самый добрый дедушка есть у меня, его люблю я. Самый лучший дедушка есть у меня, самый добрый дедушка есть у меня, красивый дедушка есть у меня, люблю его я. Он читает на ночь сказки, любит мармелад. Он играет с нами в баскетбол. С ним в походы ходим часто, в цирк и аквапарк. Он в велосипедах знает толк. Ведь лучший дедушка есть у меня, самый лучший дедушка есть у меня, самый добрый дедушка есть у меня, его люблю я. Самый лучший дедушка есть у меня, самый добрый дедушка есть у меня, красивый дедушка есть у меня, люблю его я. А когда весь дом уснет, я прошу лишь об одном. Пусть мой дедушка живет, улыбается, поет. Самое малое лет 100. Ведь лучший дедушка есть у меня, самый лучший дедушка есть у меня, самый добрый дедушка есть у меня, его люблю я. Красивый дедушка есть у меня, счастливый дедушка есть у меня, самый лучший дедушка есть у меня, люблю его я, люблю его я.
ты здорово спел, я тебя поздравляю с успешным выступлением. Скажи, а ты действительно занимаешься и гитарой, и математикой, и еще и плаванием? Да. Вот это да. А как ты все успеваешь? Скажи свой распорядок дня давай. Сначала я прихожу в школу, потом прихожу в музыкальную школу. А ты еще в музыкальной школе учишься? Ух ты! Здорово. Давай послушаем мнение жюри. Данил Игоревич, вам слово. Тёма, спасибо тебе большое за твое исполнение. Я пока тебя слушал, мысленно вспомнил своего дедушку. Вот окунулся я в детство, вспомнил себя таким же 9-летним, вспомнил своего дедушку и как мы с ним много чего делали. Спасибо, очень круто спел. Правда, очень здорово. Спасибо тебе, что занимаешься музыкой, занимаешься гитарой и еще и плаваешь. Это вообще дорогого стоит. Я не знаю, хватает ли у тебя времени просто пообщаться с друзьями или посидеть, поиграть в планшет или в телефон или во что угодно. Вот это да, Артем, вот это да. Спасибо тебе большое. Елена Рафаиловна, ваш комментарий. Артем, спасибо большое. Хочу подсказать, Данилович, тебе, что он не успевает не только везде ходить, да, во все кружки, куда вот вы сейчас перечислили, но еще и на сольфеджио он ко мне ходит, поэтому вот я искренне говорю, вот это да, потому что я даже не знала, что он так прекрасно еще и на вокалом занимается, да, петь-то он чистенько поет у меня, все делает, молодец, умничка, но что он такой еще артист замечательный, я не знала. Спасибо тебе. Вот это да. И председатель жюри Станислав Петрович. Поэтому, оказывается, правильно интонирует, да? И, ну, пятерка обеспечена наверняка, да, Артем? Так, ну, Артем, поздравляю. Действительно, очень хорошая песня. Я тоже, вот, как и Данил, вспомнил свое детство, как дедушку свою. А как зовут дедушку? У меня есть два дедушки, дедушка Гена и дедушка Олег. Вау, как здорово вообще. Гордись, что у тебя есть дедушка вообще. Это очень дорого стоит. Ну, поздравляю. Спел так зажигательно. Где-то вот когда Бриц был, я даже вообще, я сидел вот так, скажем, для меня это было трудно слушать, потому что я вот какой-то ровно в этот момент я вспоминал как раз детство свое, и поэтому как-то трогательно было для меня. Вот. А так справился, молодец. Желаю успехов. Спасибо за песню. Дорогие телезрители, а я напоминаю, что все, кто хочет поддержать нашего Артема, могут дать свой голос. За него можно проголосовать, отправив СМС на короткий номер 5533, указав номер участника, который вы видите сейчас на экране. Голосование будет длиться неделю и завершится в пятницу вечером. Я очень сильно волновался, но все равно спел хорошо. Этот конкурс дал мне хороший опыт, и ошибки, которые я допустил, в будущем я не допущу. Итак, следующей на сцену мы зовем замечательную, милую девочку Жабарову Викторию. Она и танцует, и поет. Давайте же послушаем. Всем привет, меня зовут Жабарова Виктория. Мне скоро будет 10 лет, я из 3 Б класса, школа номер 8 города Мод. Я занимаюсь пением, рисованием в студии Индиги и хожу в музыкальную школу на хореографию. Мы любим с родителями ездить на речку Алдан летом и купаться там. И у меня дома есть кошка Тося, она меня сейчас там ждет. Ей уже 3 года. Я участница проекта «Вот это да, дети». Полевых цветов веночек в утренней росе цветов. Соловья запев свисточек, сок березовый глоток. Тишины послушать волю по тропинке в лес густой. Поболтать с березкой вдоволь про него и про любовь. Матушка зима
еще годочков у кукушки поспрашать, про любовь свою девичью на ромашке погадать. Ключевой воды студеной, соток свежего нефту, в чистом поле темной ночью в небе звездном утону. Матушка земля, ой, белая березонька, для меня святая Русь, для других занозонька. Матушка земля, ой, белая березонька, для меня святая Русь, для других занозонька. Матушка земля, для меня святая Русь. Матушка земля, белая березонька, для меня святая Русь, для других занозонька. Матушка земля, ой, белая березонька, для меня святая Русь, для других занозонька. Матушка земля, ой, белая березонька, для меня святая Русь, для других занозонька. Матушка земля, матушка земля, матушка земля. Виконька, я тебя поздравляю с замечательным выступлением. Ты переживала сильно, волновалась? Да. Немножко заметно было, но ничего страшного. Очень красиво спела, молодец. Слушай, а ты чем-нибудь занимаешься, кроме вокала? Занимаюсь. Чем же? Занимаюсь хореографией и рисованием. Вот это да. А что больше любишь? Танцы, рисование или вокал? Все вместе. Какая творческая. Давай послушаем мнение жюри. Елена Рафаиловна, вам слово. Спасибо большое, Виктория. Скажи, пожалуйста, нравится тебе выступать на сцене? Да. А сколько лет ты занимаешься вокалом? 1 год. 1 год только, да? Хорошо. Ну, как ты думаешь, эта песня сложная технически или вот так нормальная? Сложная. Для тебя сложная, да? она? Есть какие-то сложности, да? А кто тебе такие красивые костюмы шьет? Мы их взяли. РДК, да, в своем клубе? Ну, хорошо. Спасибо большое. Я желаю тебе больших успехов. Занимайся и радуй нас, чтобы мы могли всегда сказать тебе вот это да. Данила Игоревич, ваш комментарий. Если бы Русь-матушку можно было представить маленькой девочкой, то я бы обязательно представил твой образ. Теперь ты у меня будешь ассоциироваться с Русью-матушкой, ну, такой маленькой Русью-матушкой, которая вырастет обязательно. Вика, занимайся, потому что твое имя — это победа. Занимайся, покоряй новые вершины и побеждай. Вот это да. Хорошо. И Станислав Петрович, ваше мнение? Очень популярная песня. Вообще в этом году очень много раз слушал эту песню. Сегодня тоже я услышал, тоже Виктория по-своему спела эту песню. Красиво, но волнение было, да? Ну, чуть-чуть, да? Так, и, ну, да, действительно, надо заниматься, надо побольше петь. Вот только-только начинаешь, не останавливайся, тогда все получится. Хорошо? Да. Спасибо. Дорогие телезрители, если вам понравилось выступление Виктории, проголосуйте за нашу участницу. Отправьте смс со словом «Вход» на короткий номер 5533, указав номер участника, который вы видите на экране. Голосование началось с начала эфира и завершится в пятницу вечером. Эту песню я выбрала, потому что она мне нравится, она очень красивая и про нашу землю. За меня все переживают дома, мама, папа, брат и моя любимая кошка. Всем привет! Итак, на нашу сцену спешит следующая участница конкурса «Вот это да, дети!» Панфилова Мария. Она очень милая, красивая и с прекрасным голосом. Встречаем! Здравствуйте,
Меня зовут Панфилова Мария, мне 12 лет. Родилась я в городе Алдан и живу тоже в нем. Также я из многодетной семьи. У меня есть 2 сестры, старшая и младшая. Старшую зовут Даша, а младшую Саша. Имя мне дала старшая сестра. Родители думали, что родится мальчик, но родилась девочка. Вокалом я занимаюсь с 5 лет. Группа у нас называется «Фантом». Преподаватель Костина Жанна Анатольевна. По вокалу я была лауреатом разной степени. Помимо вокала я люблю заниматься шорт-треком, а по выходным люблю гулять с друзьями или ходить на соревнования по хоккею. Учусь я в школе номер 1 в 6 классе. Сегодня папу удивили, ожидать не мог такого он. Мы ему в футляре подарили самый настоящий саксофон. Папа ноты изучал на саксе, до диез свой первый выдувал. Волновался, словно первоклассник, концерт нам вскоре обещал. Папа гаммы, снова нам сыграй. Сделай сольную программу, папа гаммы дай. Папа гаммы, ты не уставай. Ждет твоих успехов мама, папа гаммы дай. Рано утром папе на работу, у нас теперь ночная жизнь. Он всю ночь разучивает ноты, чтобы завтра сделать нам сюрприз. Мы в его талант, конечно, верим, но еще нам хочется понять, что за рим стучит по батарее. Нам садится, стараясь подыграть. Папа гаммы, снова нам сыграй. Сделай сольную программу, папа гаммы дай. Папа гаммы, ты не уставай. Ждет твоих успехов мама, папа гаммы дай. Будет летом сцена, концерты, ну а пока мы выучим гаммы. Папа гаммы, снова нам сыграй. Сделай сольную программу, папа гаммы дай. Папа гаммы, ты не уставай. Ждет твоих успехов мама, папа гаммы дай. Лаба-лаба-ты, парам папара. Уапапиде. Ждет твоих успехов мама, папа гаммы дай. Ждет твоих успехов мама, папа гаммы дай. Как ты красиво спела, я тебя поздравляю с очень крутым выступлением. Спасибо. Скажи, а ты давно поешь? Ну, с 5 лет. Это уже получается сколько? 6-7. Ничего себе! Такие успехи, ты очень большой молодец. А кроме вокала, чем-нибудь увлекаешься, занимаешься? Да, шорт-треком. Ух ты, здорово. А в школе хорошо учишься? Да. Молодец. Давай послушаем мнение жюри. Елена Рафаиловна, вам слово. Мария, спасибо большое за такую необычную песню. Скажи, пожалуйста, а сама-то ты играешь гаммы на каком-то инструменте? На пианино. На пианино, да, занимаешься на фортепиано. Молодец. Какой год? 5-й. 5-й год, да? Ну, хочу сказать, что песня тоже непростая. Там довольно-таки тоже не маленький диапазон, еще и модуляция была, да? Поэтому и в конце ты так хорошо закончила. Мне очень понравилось. Спасибо большое. Вот это да. Спасибо большое. Данила Игоревич, вам слово.
Сколько ты занимаешься шорт-треком? Ну, месяца 2-3. Нравится? Да. Какие-нибудь успехи есть уже соревновательные? Ну, пока успехи есть, но соревнований еще не было. Ну замечательно. Я желаю тебе успехов в соревнованиях и вообще во всем в принципе. Песня мне очень понравилась. Понравилась тем, что она, довольно-таки широкая по диапазону. У тебя там были нижние ноты в начале, у тебя были верхние ноты хорошие, чистенькие, красиво. Ты очень умело пользуешься своим верхним резонатором, это правильно. Ты молодец, педагогу спасибо за это. В целом ты огромный молодец, не останавливайся. Как на шорт-треке нельзя останавливаться, так и в вокальном мастерстве нельзя останавливаться. Занимайся дальше. Огромный молодец. Спасибо. Спасибо большое. И председатель жюри Станислав Петрович. Мария, поздравляю за выступление. Очень красиво спела песню. Действительно, были, мелодические, разные песни вообще. Там, да, разнообразно идет мелодия, да. И справилась. Спасибо. Вот это да. Спасибо большое. Друзья, все, кто хочет поддержать нашу конкурсантку, могут проголосовать за нее, отправив СМС на короткий номер 5533 со словом «Ход», указав номер участника, который вы видите сейчас на экране. Голосование будет длиться неделю и завершится в пятницу вечером. У меня много впечатлений. Спасибо огромное жюри. И если бы я выступала бы еще раз, мне бы надо было потянуть низкий голос, так как он у меня не очень получается, а вот в высоком голосе я очень хороша. В телевизионных конкурсах я участвую в первый раз. Это для меня что-то новое, я попробовала. Мне очень сильно понравилось, я бы выступила еще раз. Люблю выступать. Итак, следующей на сцену мы зовем очень красивую, элегантную девочку Михайлову Елизавету. Здравствуйте, меня зовут Михайлова Елизавета, мне 14 лет. Я учусь в 8 классе Алданского лицея и также обучаюсь в музыкальной школе имени Никитина. Я с раннего детства занимаюсь вокалом, танцами, занимаюсь английским и люблю играть на фортепиано. Я люблю путешествовать, узнавать что-то новое и наблюдать за красивыми явлениями природы. В свободное время я люблю ходить на каток, ходить в бассейн и вообще проводить время со своей семьей. Мечтаю побывать на Байкале и увидеть северное сияние. Мечты сбываются, если ты сам этого захочешь. Мечтайте и идите к своим целям. Люди так не похожи, разные их пути, но ты пришел в этот мир не один. Люди ведь знать не могут, что ждет их впереди, но ты пришел в этот мир не один. И когда мы ищем ответы, поднимая взгляд в небеса, слышим их голоса. Это люди вновь и вновь ищут на земле любовь. Нас миллионы вдалеке от берегов. Верю, что найдут любовь. Сойдешь с пути, ты пришел в этот мир не один. И когда мы ищем ответы, поднимая взгляд в небеса, слышим их голоса. Это люди вновь и вновь ищут на земле любовь. Вдалеке от берегов. Верю, что найдут любовь.
Лиза, как ты потрясающе спела. Я просто в восторге. Ты большая молодец. Спасибо большое. Слушай, а ты, кроме вокала, чем-нибудь еще увлекаешься? Да, я хожу на фортепиано, также люблю танцевать. Ух ты, здорово, молодец. А давно занимаешься вокалом? Вокалом занимаюсь на протяжении 9 лет. Как много! А тебе всего 14. Да. Из них 9 лет вокала. Здорово, молодец. Давайте послушаем мнение жюри. Данил Игоревич, вам слова. Полина Гагарина эту песню на конкурсе Евровидения спела очень давно, но не знаю, как всех остальных, как телезрителей, меня эта песня будоражит до сих пор. В твоем исполнении я поймал прям опять вот эту нотку восторга. Сделала все очень здорово, очень круто, очень ярко. Читался в тебе, в глазах вот этот образ, который ты рисовала себе. Очень здорово. Вот это да, я в восторге. Спасибо. Спасибо большое. Елена Рафаиловна, ваш комментарий? Елизавета, ну спасибо большое за такую сложную песню, за то, что не побоялись ее взять. Она очень на самом деле сложная для исполнения. Если там ниже, допустим, фонограмму даже взять, чтобы верхушки там вверху, да, звучали поярче, почище и так далее, тогда она внизу будет тяжело ее петь, да? Поэтому здесь вот такие очень сложные моменты были. В конце мне понравилось, как уже ты дошла когда-то до финала. Я ждала, что ты на втором куплете, может, распоешься и вот это все так возьмешь сильно, как это нужно, да, как это ожидалось. Вот. Но все равно очень большое спасибо, ты большущая молодец. Вот это да. Спасибо. Станислав Петрович. Да, песня действительно сложная песня. И диапазон, тесситура этой песни. И технически тоже, скажем, эту песню, даже если копировать песню, сложновато петь. Вот единственное, да, что могу сказать. Вот в начале, когда вы начинали, я подумал, вау, вообще сразу хорошо начали, и сразу подобие вибрато я слышал, да, сразу, вау, я вот сейчас начнет. А потом единственные были такие минусы, где вот жюри тоже заметил, да, там позиционно неправильно было просто, позиционное дыхание неправильно стояло, поэтому вот такие какие-то страховатости были, да. А потом в конце распелось, почему распелось? Потому что там наверху находится все ноты, поэтому там надо было эмоционально сильно давить и все. Вот эмоций не хватило мне, честно говоря. А так, очень классно спела, классная песня, поздравляю, желаю успехов дальнейших. Спасибо большое. Друзья, а я напоминаю, что кто хочет поддержать Лизу, могут проголосовать за нее, отправив СМС на короткий номер 5533 со словом «Ход», указав номер участника, который вы видите сейчас на экране. Голосование будет длиться неделю и завершится в пятницу вечером. Мне очень понравилось выступать на этом конкурсе. Я получила очень много эмоций. Я довольна своим выступлением. Были, конечно, некоторые шероховатости, но в целом очень даже хорошо. Итак, следующей на сцену мы хотим пригласить Дубовую Анну. Ее мама ранее участвовала в этом конкурсе «Вот это да!», только для взрослых. Теперь давайте же послушаем ее прекрасную дочь. Всем привет, меня зовут Дубовая Анна. Я учусь в 5 классе 8 школы в городе Томот. Увлекаюсь танцами, хожу в художественную школу. Я являюсь участницей фестивалей авторской песни «Берег дружбы» и «Здравствуйте, люди мои дорогие», который проходит в городе Куйбышев. Пользуясь моментом, хочу передать привет живым струнам и братьям Щербининым. С семьей мы очень любим активный отдых. Летом мы ездим на реку Амга, а зимой катаемся с горок. Я очень люблю приключения, поэтому дома меня редко можно застать. Снова слышу этот шепот прибоя. Кто я? Где мое сердце?
знает лишь одна вода. 100 раз обещала им не спорить, но влечет вновь меня море, как будто я его волна. Каждый новый шаг, каждый поворот, каждый след и знак, он меня ведет в мир больших ветров и бездонных вод. Я хочу уплыть, а в глазах каждый день океан бескрайний меня зовет за горизонт. Вот бы парус поднять, в путь отправиться дальний, он свет прольет на все то, что там меня так долго ждет. Течет жизнь на острове беспечно, людям доставляя радости день ото дня. Знает каждый, в чем его доля, все играют свои роли, и может мне пойдет моя. Стану я вождем, поведу народ, будем процветать мы из года в год. Только сердце мне не о том поет, что не так со мной. Вижу солнечный путь на волнах хрустальный, он за собой меня ведет, и я знаю, что он хочет мне открыть свои тайны. Ну так вперед, сделай первый шаг, побори свой страх, а в глазах каждый день океан бескрайний меня зовет за горизонт. Вот бы парус поднять, в путь отправиться дальний, он свет прольет, что меня ждет. Ты классно спела, у тебя такой красивый тембр, я очень рада за тебя, молодец. Спасибо. Слушай, а ты сильно волновалась? Достаточно. Ну ничего страшного. А кроме вокала, чем-нибудь еще занимаешься? Да, я танцую и хожу в художественную школу. А у тебя бывает свободное время? Да, но очень редко. Ладно, давай послушаем мнение жюри. Данил Игоревич, ваш комментарий. Анечка, спасибо тебе за такой яркий образ. Я сначала, когда ты вышла, я сначала не понял, думаю, к чему это платье, про что она будет петь. Но потом я вспомнил этот потрясающий мультик «Моана», который, когда я смотрел, он меня тоже поразил. Это такой, скажем так, моя настольная книга из мультиков. Мне очень нравится этот мультфильм, потрясающий. Ты замечательно спела. Спасибо тебе отдельное за то, что ты смотрела на нас, на жюри. Читалось, конечно, волнение в глазах, такое очень сильное. Волнение с удивлением, с таким, что я здесь делаю? Но спасибо тебе, что ты с этим справлялась. Спасибо, что наладила с нами такой визуальный контакт. Это правда дорогого стоит. Спасибо тебе большое. Занимайся. Продолжай заниматься. Обязательно спой с мамой. Я думаю, что телеканал Якутия-24 сделает это конкурс вот это, да, родители и дети, наверное. Следующий этап наш. И обязательно с мамой. Я думаю, что наши жители нашей республики увидят вас на сцене. Вот это да. Спасибо тебе. Вам спасибо. Елена Рафаиловна, ваше мнение. Анечка, спасибо тебе большое. Скажи, пожалуйста, кто продумывал вместе с тобой этот костюм? Мама. Мама, да, помогала создавать тебе такой необычный образ, да? Да. Ну, ты была очень артистичной, старалась быть естественной в этом образе, да? Это помогало тебе как-то на сцене? Вот то, что ты именно в таком вот образе, в костюме в таком стоишь. Скажи, пожалуйста. Да, я себя ощущаю как герой этого мультфильма, который именно поет эту песню. Поэтому это очень важно, да? Да. На сцене. Сценический образ такой, да, и костюм. Скажи, пожалуйста, а ты какие-то еще сложные моменты вот можешь назвать в этой песне? Как тебе? Над чем тебе было сложно работать в ней? В самом конце есть протяжный, завершение такое протяжное. Мне было тяжело сначала взять эту ноту, но потом я вроде бы научилась. Спасибо большое, вот это да. Станислав Петрович, вам слово. Я помню, как в прошлом году мама стояла и пела. А сегодня я вижу, как дочка поет. Очень красивый тембр.
очень чистенько поешь. Вот какие-то сложные вот эти интервалы очень чистенько пела. И вот эти, как говорят, верха, да, вот эти верха, тоже вот я думаю, как она возьмет сейчас вот именно, вот как-то спокойно берешь это все, без надрыва, это мне, ну, скажем так. Тренировки. Тренировки, да. Тренируешься? Ну да, мы с мамой поем дома. Мама готовит? Да. Тренером является мама. Понятно? Ага. Ну, дальше развивается, очень красивый тембр, очень музыкальная девочка. Вот я слышу, вот вступить в фонограмму тоже бывает, для даже взрослых людей бывает сложновато вообще. А я вот сидел, слушал, как вступит, вот ровно, конкретно вступаешь, это вообще. И, соответственно, интонируешь очень чистенько вообще. Музыкальная девочка. Спасибо. Спасибо. Друзья, все, кто хочет поддержать нашу конкурсантку, могут за нее проголосовать, отправив смс на короткий номер 5533, указав номер участника, который вы видите сейчас на экране. Голосование будет длиться неделю и завершится в пятницу вечером. Мне очень понравился конкурс. Я выбрала эту песню, потому что очень давно смотрела этот мультфильм, и она мне сразу запала в душу. Так как я знала уже этот текст, мы подумали, почему бы ее не спеть. Тем более, я ее очень люблю. Мы начали ее готовить. Мы готовили примерно 2 недели, но я вначале очень сильно заболела, у меня пропал голос. Поэтому я не могла репетировать. Несмотря на то, что мы очень рано встали, мы успели все собрать и приехали вовремя. Я собрала вот такой образ, который мы уже сделали здесь, накрутились. Я думаю, что жюри понравилось мое исполнение. А завершает наш сегодняшний конкурс Гичка Дарья. Ей 11 лет, из которых 7 лет она занимается вокалом. Давайте же послушаем. Здравствуйте, меня зовут Гичка Дарья. Мне 11 лет, я учусь в Алданском лицее в 5 А-классе. Также обучаюсь в музыкальной школе имени Никитина на вокальном отделении. Мечтаю поступить в Санкт-Петербург на эколога, ну или на архитектора-дизайнера. Также очень хочу научиться играть на гитаре и научиться кататься на сноуборде. Музыка раскрасила мир яркие цвета, розовые все деревья, даже облака. Солнце стало красным, месяц желтым ясным, мир мажорный, заводной, танцевальный, озорной. Ты танцуй, мыслями танцуй, в голове ритмы нарисуй, отпусти тело танцевать, чтобы в мире чувства открывать. Ты танцуй, мыслями танцуй, в голове ритмы нарисуй, отпусти тело танцевать, чтобы в мире чувства открывать. Чтобы научиться нам с тобой танцевать, посмотри на ветер, как он может сочинять. Тень моя танцует, ритм души рисует, струны солнца, музыка барабанят в небеса. Ты танцуй, мыслями танцуй, в голове ритмы нарисуй, отпусти тело танцевать, чтобы в мире чувства открывать. Ты танцуй, мыслями танцуй, в голове ритмы нарисуй, отпусти тело танцевать,
Даша, как ты круто спела, как классно было. Я в восторге. Действительно, у тебя такой крутой голос. Спасибо. Слушай, а давно занимаешься вокалом? 7 лет. Да. А кроме вокала, чем-нибудь еще занимаешься? Горными лыжами. Вот это да, действительно. Сложно? Не особо. Давно занимаешься? Месяцев 6, наверное. А какие-нибудь успехи есть? Есть. Молодец. Давайте послушаем мнение жюри. Данил Игоревич, вам слово. Всегда очень трудно и напряженно выступать первым и последним. Первым, потому что не знаешь, кто впереди, а последним, потому что уже видел всех. И иногда и думаешь, ничего себе, как они поют. А как же я тогда спою, да. И еще и жюри им тут говорят всякое-всякое. И тебе мы скажем, конечно же, вот это да. Это было здорово, Даша, ты огромная молодец. 7 лет занимаешься. Не собираешься останавливаться? Может, к лыжам, нет? Да нет. Нет? Здесь больше нравится? Да. А ты пробовала ехать на горных лыжах и петь? Особенно вот под эту песню. Наушники в уши. И ты танцуй. Нет? Нет. Попробуй, мне кажется, будет круто. И обязательно на соревнованиях под эту песню точно придешь первый к финишу. Причем раньше всех соперников. Спасибо тебе большое за такое яркое исполнение. Спасибо большое за такие красивые верхушечки. Сильный действительно голос. Сильный голос. Занимайся, не останавливайся. Вот это да. Елена Рафаиловна, ваш комментарий. Спасибо большое, Даша. Скажи, пожалуйста, нравится тебе вот вообще на сцене выступать? Да. Нравится. Очень хорошо. Будешь продолжать, да? Да. Двигаться дальше. А вот что тебе нравится в работе над песней? Вот как ты думаешь? Ну, не знаю. Создавать, наверное, какой-то образ, да? И потом его Возможно, воплощать, да? Вот так, как ты сегодня это сделала. Сильно волновалась? Да. Да? У тебя здорово получилось. Спасибо большое. Вот это да. И председатель жюри, каково ваше мнение, Станислав Петрович? Дарья, ну, видно, много раз, мне кажется, вообще выступала на сцене, да? Не первый раз. И на конкурсах, возможно, не первый раз выступаешь, да? Да. Но больше чувствуется свобода, как находишься на сцене, да? Дышишь и живешь вообще на сцене спокойно, свободно. Это очень чувствуется. Это, на самом деле, очень хорошо. Следующее, вот тоже говорили, песня, тесситура песни огромная, да, вот где наверху поднимается, там вниз спускается. Вот эти моменты, да, тоже такая зажигательная песня, тоже так исполнила, так нагло, скажем так, дерзко, да, вот помогают коллеги, вот так же продолжай, вот так же и живи, да, вот вообще. Это заметно. Вот это да. Спасибо за песню, спасибо за образ. Спасибо. Друзья, а я напоминаю, если вам понравилось выступление Дарьи, проголосуйте за нашу участницу. Отправьте смс со словом «Ход» на короткий номер 5533, указав номер участника, который вы видите на экране. Голосование началось с начала эфира и завершится в пятницу вечером. Ну, все, выступила я, короче, я очень волновалась, думала, плохо спою, но в итоге получилось вроде даже хорошо, но все равно даже переживаю как-то над результатами. Надеюсь, что-нибудь да получится. Другие участники тоже очень хорошо спели. Мне очень понравилось, как спела Юля Батукова и Аня, наверное. Вообще очень хорошо, и, в общем, все очень красиво спели. Мне понравилось очень. Дорогие телезрители, настала пора узнать, кто же из всех наших исполнителей от Алданского района оказался победителем. Итак, слово членам жюри. Данил Игоревич. Спасибо, безусловно, всем членам жюри, которые сегодня в котором я имел сегодня честь пребывать. Спасибо всем участникам. Безумно я рад, что посчастливилось мне здесь посидеть и послушать таких замечательных детей. Спасибо большое отдельное педагогам. Мы уже сделали свой выбор, и скоро мы его озвучим. Спасибо за то, что есть такой конкурс. Спасибо, Якутия-24. Елена Рафаиловна. Я с большим удовольствием присоединяюсь к вышесказанным словам. Тоже благодарю вас, всех организаторов, замечательных членов жюри и педагогов, детей, всех тех, кто причастен к этому замечательному конкурсу. Спасибо большое, что такую честь мне доверили, да, поучаствовать в комиссии. Спасибо.
и Станислав Петрович, председатель жюри. Спасибо моим коллегам. Сегодня мы очень хорошо поработали. И району тоже огромное спасибо за то, что хорошо встретили Алдан. Ну, мы сегодня услышали много ярких таких номеров, интересных голосов. Дети, безусловно, волновались сегодня, да, но все-таки выстояли, спели, справились с задачей. Ну, мы вообще сегодня как-то единогласно, да, решили, кто будет победителем сегодняшнего нашего конкурса «Вот это да, дети». И сейчас мы объявим все вместе. И победителем сегодняшнего нашего конкурса становится Елизавета Михайлова. Только что мы узнали имя победителя нашего песенного конкурса «Вот это да, дети!» в Алданском районе, по мнению профессионалов. Но второго победителя определите вы, дорогие наши телезрители. В течение недели до пятницы вечера голосуйте за понравившегося участника. Проголосовать можно с помощью СМС, отправив на короткий номер 5533. Вначале пишем слово «ход» и указываем номер участника. Кто же станет вторым победителем от Алданского района, вы узнаете через неделю. А уже в воскресенье мы приглашаем вас посмотреть конкурс вокалистов города Нерюнгри. Встретимся через неделю на телеканале Якутия-24. Оставайтесь с нами!